В системе обрядовой жизни удмуртского народа определенное место занимают обряды, связанные со службой в армии. Проводы в армию, как обрядовый ритуал, стали формироваться в XVIII веке после введения обязательной рекрутской повинности. Содержанием ритуала было прощание с родными, односельчанами, родным домом, деревней. При поголовной безграмотности удмуртов в то время, незнании ими русского языка, редко бывавших за пределами своей деревни, рекрутская повинность оказывалась настоящим бедствием. С этим связаны многие поверья, традиционные знания и ритуальные действия, которые сохранились в удмуртских деревнях и в наше время. Вдобавок к этому, рекрутский обряд считается самым молодым обрядом в системе удмуртских обрядов, поэтому высок процент сохранения в нем многих традиционных элементов. Итак, во время очередного весеннего призыва 17 мая 2014 года для того, чтобы узнать, как на самом деле сейчас провожают в армию в удмуртских семьях, мы отправились в экспедицию в деревню Абдес-Урдес Малопургинского района Удмуртской республики. Целью экспедиции был сбор видеоматериала в режиме реального времени. Именно поэтому мы решили снимать настоящие проводы в армию, чтобы показать и современные элементы, и сохранившиеся традиционные моменты данного обряда. Как только мы приехали в деревню, нас очень дружелюбно встретили родители Виталия Анисимова, того самого парня, которого провожали в армию. Его отец, Анисимов Иван Леонидович, готовил в огороде ароматный плов в чугунном котле. Мать Анисимова Зоя Ивановна бегала по дому, готовилась к встрече гостей. Мы пообщались с родителями и узнали, что же нас ожидает сегодня, с какими чувствами провожают они своего сына. И потом создали обратно. А вот ажлодыр якыжы. Ну ажлодыр я ножик коричком ва кинтайсо. Ну, конечно, это не молодежь уже, мара кыжы бунетен, кыржаньо сыз бунетен дамарда, мукыёсе. Это ну сосуд не было то айзакай. Ну, чукшуккон все-таки вань, да? Чукшуккон вань, соиз вань, да, обычай вань полностью соиз мара ожика. Ну, тани мара коричком, мои кышном ёсенгес мара ожик кыржата чисто круге султыса. К чего вот именно какие армия кидало? Марк Кырджалова. Ну, в основном, это не молодежь кырджался, кырджанзе. Ну, то ала кырджалова. А, зо ночи, вот они пинапиос, марай карава, кыжо. Дюшчаса, гэс кырджава, сэрэ марай каричком май. Круге султыса, дамат, пырыку, вестини. Пырыку корга весь кырджашка, поток, жашча рейш потоку кырджаса потишка. Со кырджанес. Чушу куку, этишком ва, а мукай особенно там им ставят мара. А куносо тоже лактосо с чушком ясын, да? Ну, эве мара каришком. Кингары мунгот тани, корка пыркот, сос уже хозяева сейчас мара чушком солдат песли. Гурт ченет сращута. То есть куркаш курка ветло. Ну, а его тоже озик Люкашко вечер листовал, юмшалова, солдат гур кырджан, кырджава чук, кукко. А скажите, вот, например, туда именно готовились, Готовились кызе пушки, шанга пужи, салат йод, ну, ваньмы, юртыщосы. Будет семья, юртыс. Первый разу пуштуризовал свои подъеслышки. Ну, али пока, ну, особо войну келяку собой, кускем раз. Ким куске чукон кырджаны, ти куске шодырка, най куске дырка. So куске ким ёс докшорын пуко, тау карта докшорын кырджал первый, ну, последний пук еще, последний партия шишком. И тогда уже вань мытош, кырджан я, круге тутишком,
На улице мы успели поговорить и с самим призывником. Не случайно, что он обвешан полотенцами, ведь это является обязательным подарком от друзей и родственников, которые, даря ему полотенце, тем самым желают ему удачной службы. Например, в северных районах с полотенцем связана такая примета. Чем короче полотенце, тем короче будет дорога у призывника. В наше время бывает, что на одном из полотенец друзья расписываются, пишут свои пожелания. Итак, послушаем, что же нам расскажет Виталий. Юмшан шарыш туштрос подышкы, солдат калян шары. Подышко коркалышком, тюк кокашком, крудяшком. То есть ты уже все ветлизы, да? Этот коркаш-корка. Нишижин корка ветли мені. Тумне тані мондорында и эшедорын лознай. То есть самый чушкун ёсты зря. А тадышко да, вот, например, малый со чушкун ёскулы. Ну, марсу малый именно чушкун. Подышко, да. А кче именно кче крджан ёс, гур ёс, именно армии кляндырья крджала. Тадышко да? Люми молодежный загез. Пересчёс, вашкала загез. Ага. А то он как бы до этого валук, ну, мукет сыча уже. Провожаноосна? Мон провожаноос уже и ветлы. Так вот его гне проляева. Юмшаса и ветлыва. Неподалеку от дома Виталия мы заметили другого парня, окруженного компанией друзей и тоже обвешанного полотенцами. Оказалось, что через дом от Виталия живет его одноклассник, который тоже отправляется в армию. Нам удалось поговорить и с ним. Кажите, лят, что это армия килян, солдат пикилян. Ну, вечер. Вечер просто. А человек крджан ёс, татын крджало именно. Армия килян дырья. Тадышко да? Дамо кырджан ёс, это мой пташк. То есть малый вот чушкон ёс. Ты ничего ты да, получается? Родственник ёс. Ну, ванзы Шеш ёс, эш ёс. Получается, коркаш коркавит он вал, получается, на неделе, да? Кажимон валай. Он просто покодали тоже, получается. Ну, чукшук от марат. А, тон чукшук от тынно и... Гуртен. В первый день нашей экспедиции мы увидели один из традиционных элементов удмуртского рекрутского обряда – коркаш-корка-ветлон – хождение из дома в дом. Друг Виталия, который тоже отправится в армию вместе с ним, позвав своих друзей и родственников, пришел к нему в дом. Родственники Виталия уже накрыли стол и ожидали гостей. Сначала в дом зашли люди старшего поколения. Многие женщины были одеты в национальные костюмы. Примечательно, что они не садились за стол, а ожидали, когда зайдет Влад со своими друзьями, молодыми парнями и девушками. Молодые люди стояли в прихожей, на крыльце и шумно общались. И в определенный момент они начали заходить в дом. При этом громко пели специальную песню, суть которой заключалась в словах «Пыроно, ой, пыроно, заходить надо заходить». После этого молодежь села за стол. По центру стола посадили призывников. Начался щек-тачкон, угощение. Бабушка и мама Виталия ходили и предлагали попробовать свою настойку и кумышку мужчинам и женщинам, сидевшим на диванах, подаль от стола. Ну а Виталий угощал за столом своих друзей и подруг. В это время в дом начали заходить родственники Влада, опять-таки громко исполняя специальную песню «Пыроно, ой, пыроно». Во время застолья все дружно исполняли песни в основном советского времени и на удмуртском, и на русском языках.
Наконец, в определенный момент, молодежь встала из-за стола и вышла опять во двор. И только теперь представители старшего поколения сели за стол и продолжили веселье. Прошло время, и молодежь стала заходить в дом. Настало время кульминации вечера. Необходимо, чтобы Влад забил в доме своего друга Виталия ленточку и монетку с денежной купюрой в матицу Мумыкор. В зале все участники вечера, крепко обнявшись, пели старинную песню, которую принято испокон веков петь перед прибитием ленточки. В каждом районе и даже в каждой деревне эта песня бывает разной. Разными могут быть и мотив, и слова. Мы изучали приметы, связанные с чукшукконом, прибиванием ленточки, и узнали, что когда-то существовали приметы, связанные с молотком, которым прибивают ленту и который потом призывник кидает за спину. Если молоток останется в стоячем положении, то служба пройдет удачно. Если упадет, то нет. Или, если молоток упадет рукояткой за матицу, служба будет удачной, а если к дверям, то нет. Еще говорят, что куда укажет молот, в ту сторону и отправят призывника. К сожалению, в настоящее время эти приметы уже не соблюдаются. Также интересно, что в деревне Чемкуюк Алнашского района вообще не принято прибивать ленточку. Прибивают либо просто монету, либо шапку. Итак, дружно обнявшись, все люди, притопывая ногой, исполняли специальный напев. После этого Влада посадили на плечи два его друга и поднесли к матице. Взяв молоток, он начал прибивать и после этого выкинул молоток за спину. Но это еще не конец. После этого, также сидя на плечах друзей, он начал бить полотенцем всех, кто стоял и пел с ним в кругу. Это очень интересный момент, который присутствует именно в южных районах Удмуртии. Только после исполнения всех этих обрядовых процедур гости разошлись и теперь уже пошли в дом Влада, где снова все происходило по тому же сценарию. Только теперь уже Виталий прибил ленточку и монетку в доме своего друга. Во время вечера мы поинтересовались у участников, родственников призывника, какие традиции удмуртского рекрутского обряда они знают и для чего необходимо их соблюдать. Мидер я солдат пес. Урам кузят разгосветловал, коркаш-корка. Арганен шудыса, арган чесмы волнай. Солдат пигурьесты, солдат гурьесты, али уже был чайнгес выросос. А сейчас музыка зас вуж гурьесты вунетемын, но а чимно ваньза угнетодичка на солдат пигурьесты, биосыз вашкала тереш удмурт традицион вал, состы крыжа советлышком вал. А вот чукшуккон, чушконьёс, Чукшуккон, чушконьёс ожик вал, коркаш, чукшук советлышком вал. Но чушконьёс вал. Ну, кин кызыдаша туш шердыря аз лештем чушконьёс вал, кем чушконьёс нумнам вал. То есть вот им же тоже но больше это чужих жёз дортыветлим, баляк дортыветлим, чукшук кыса. Билямта Обряд мы навез, человек шам елол, имшан. шам ёсмы та золдырук висяшко малый пругайн. Билям тоже повестка баштем забере, нарыши кветлыны куцко тукшук кыса, асе родственники ёсы дорты и эш ёсы дорты. Кин чорте ванзидорик муно может лунувить коркалеш кыжёч, но куа муночно кин чорте ванзидор муно
в основном бетло, татын бетлоке мама сынызы, папа сынызы, близкие родственники сынызы. Милям бетло еще сынызы гезгине. Удмурт диш татын в основном дишало милям, удмурт дишес вунете мыны Шаркан районын тросук дишало удмурт дишен, бетло егитьос, пумитало тоже удмурт диште. А чушкон йос? Чушкон йос, жит ты росос, как гуртел и кто. Егитьос крджалони, кжешоно. Джуч крджаниос тамара, келяшкон крджаниос ты, корка пырса, куинпол шундыя берег скыса. Тук шуко майно носовой платок, вже немашке и пулеш то специально тук шукин сосли. Тук шуко, монетка поно окондон, укшопоно и тук шукса, опять кунь круг шотца, уже потони. Тук. Чук шуко, ну, монокладичка кажа, шукова, но мене поте кажа, шукова сочуке, ожи їх джуто ківлази, пінкесе, пін армія кошки шпієць, солдат пієць. Но те скесо куште раз, то угочка каце куште, і аж до кач методичко со адждева каце со монос. Но шали то до не бере каце моно, уже заранее то до каце кошко зывашта за армия. Сын на лесо уже не соблюдается, но все равно жи куяло. Солдат келянгур шуишке со крутяшке на протяжении всего вечера. Что нам ракожисо обозначает каждый действие. Кажи корка пуро со ди куплетес, кажи суто со уже макет куплетес с манани. Кажи шуко, кажи суто уже круге уже макет. Вот верашке что тани солдат пивально, сенсе келяно шуса. Байлено шотеле, бурчингине олентадес на сошуе, ожи кабы со текста не кырджанызен, со кушото со чуксе солеш, сера молодзе куро, молод шото. Вот сера эмбуне темаре кешуесе, но крупти со чушконен и разы кукаса дека чуда грами. Вот es кушто кем шоте. Вот дешуса, ну Молоток куще и кашкена примета валук. А, созок толичка просто берктса подтлокевал кунулти кутса ожи капкаты огни подталывали чукна кошка бердовочка кошка навел то примета сыче в рот от не бертушса берескем берег яшкон тоже в рот приметание а так Ваним зожик валкать, но калык тросвал. Соку али. Армиш пумитан, вот он тоже маркен юмшанвал. Ну армиш пумитан бере вечер гнена и лещтимы, аз чужи уже сгнена, но ягит ёс коняк вал. Вот он просто окшоры джек, да? Вот он окшоры джек, ожик бертишко ветлышко днай, да. Чук кок ты на кулошона, чук кок сам на ветлане. Малый. Ма уж вакат кысык вакат вална. Ну так ты ведь только не да? Ну, как бы ты на кулена, основной кужос сосёси, как то сарека магескала. Шам воштишке, шам ёсты вунатишка, туштрос, вуне, поте, калык. Кыжа, выл цивилизация, гесман вера компьютер с борды, марборды, но скульптура за тросез вунатень, особенно от калык. Ну, все равно в целом так и левок маркен. Ну, маркесо куле, маркесо все равно тани. Южный район, если он поддержка села, как бы. Калыкас под нас вырена, кельты на выресе. Бирен савань бере. Но кульцалыска сел, но его сам мал помнить. Прибив также монету и ленточку в доме своего друга, Виталий, его друзья и родственники разошлись по домам. В понедельник утром его уже будут провожать в военкомат.
Итак, в понедельник мы снова встретились с Виталием и его семьей. Теперь в доме были уже самые близкие родственники, а также его девушка. Посидев недолго за столом, все встали и снова начали петь обрядовую песню – песню прибивания ленточки. Как мы видим, перед самим отъездом призывник прибивает ленточку с монеткой и денежной купюрой непосредственно у себя в доме. Это является последней стадией прощания с домом. На лицах женщин проступают слезы. Приходит время отправляться в военкомат. Выйдя на улицу, Виталий и его провожающие не сразу садятся в машину, а идут до первого моста. В этом, безусловно, имеется важный смысл. При этом призывнику ни в коем случае нельзя оборачиваться. Это плохая примета. Итак, дойдя до моста, призывники и провожающие садятся в машины и машут полотенцами из окон, тем самым прощаясь с родной деревней на целый год. Стоит отметить, что в соседних деревнях еще сохранилась и другая интересная примета. После выхода из дома призывника его проносили поверх ворот. При этом он садился на ворота и должен был спеть свою любимую песню. И, наконец, последний этап проводов в армию – прибытие в военкомат в районном центре, селе Малая Пурга. Отсюда наших героев увезут в призывной пункт города Ижевска, и только потом начнется их служба. Оттуда они уедут в другой регион страны. Влад и Виталий зашли в военкомат. Мы вместе с их друзьями и родственниками ожидаем их. Женщины не могут сдерживать слез. Начинают петь песни удмуртские, современные и советские песни об армии. В это время приезжают призывники из других деревень. Они также окружены друзьями и родственниками, обвешаны полотенцами. В автобусы в военкомат призывников часто заносят двое друзей на плечах, и оборачиваться им в это время ни в коем случае не стоит. Теперь мы знаем, что и их также провожали, как и наших героев, соблюдая давние традиции, тем самым сохраняя преемственность поколений. Далее этих парней ждет служба в российской армии, и мы уверены, что их служба пройдет успешно, ведь их проводили на родине так, как надо, так, как завещали их предки.